Ветераны боевого братства, активисты центра Сосногорск-Донбассу на этой неделе вновь отправились к нашим ребятам в зону проведения СВО. В этот раз они везут железных коней, а также гуманитарку, которую ежедневно приносят в центр сбора. Завершающие моменты увязки транспорта. Пришлось переварить прицепное. Подготовленный, покрашенный. Надеемся, что он будет легендарным УАЗиком. Автомобиль передает нашим ребятам Игорь Кислицын, а этот микроавтобус для благого дела выделил настоятель храма преподобного Серафима Саровского отец Сергий. Сегодня он уже идет в сопровождении доставки нескольких транспортных средств. Наш легендарный транспорт превратился вот в такую машинку, которую батюшка нам дал в пользование на наши пробеги. Сейчас на ней должны сопровождать все уходящие от нас караваны гумпомощи. Доставку обеспечат Эльчин Гадиров, Валентин Луковецкий, Дмитрий Момотов и Игорь Чугунов. Он, к слову, передает ребятам четверку. Надеюсь, что дойдет наш караван добра, наверное, так его назовем, до наших ребят, которым это все нужно. Как раз 9 мая. Да, наверное, 9 мая, да. И мы хотим, наверное, поблагодарить всех, наверное, что весь этот караван – это усилиями всех жителей нашего города. Напомним, что в сборе посылок для наших ребят участвуют и соседние муниципалитеты. Так, в середине апреля посылки прибыли из Усть-Цильмы. На днях необходимые вещи передали предприятия нашего района, а также подрастающее поколение. Продолжает оказываться помощь семьям мобилизованных. Так, родителям одного из участников СВО, которые проживают в поселке Войвож, благодаря активисту Юрию Угарову приобрели новую колонку для нагрева воды. Работы по подключению сотрудники газовой службы сделали бесплатно. Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. По данным Сосногорской прокуратуры, с начала года в муниципалитете растет число преступлений в отношении детей. Зачастую эти преступления совершаются при помощи сети интернет. Безопасность ребенка зависит от бдительности родителей. Так, защитить детей поможет программное обеспечение, позволяющее контролировать информацию, которую они потребляют в интернете. Необходимо постоянно изучать, какую информацию о себе размещает ребенок в социальных мессенджерах и сетях. В частности, это персональные данные, имя, фамилия, отчество, место проживания, фотографии, которые он размещает. Все эти персональные данные недопустимо размещать ребенку в социальных сетях, поскольку ими могут воспользоваться преступник и в дальнейшем, соответственно, совершить преступление в отношении него. Важно интересоваться не только реальной, но и виртуальной жизнью детей. Постарайтесь наладить доверительные отношения. Попросите их рассказать вам, если они столкнутся с чем-то странным, пугающим в интернете, а также расскажите о правилах поведения в сети. В друзьях у ребенка в социальных сетях не должно быть случайных и незнакомых людей. То есть со всеми людьми он должен быть реально знаком. Более того, он не должен размещать персональную информацию, как мной было уже сказано ранее, а также не размещать свои фотографии, поскольку по фотографии можно определить место расположения, место жительства и место фактического нахождения ребенка в данный момент. И геолокацию ребенка также может отследить преступник. Необходимо также обучать ребенка правовой грамотности. Объясните, что агрессивное общение с кем-либо в сети, так называемый кибербуллинг, может иметь серьезные последствия. Ребенок может быть привлечен к административной ответственности, например, по статье 561. Это оскорбление. Да, у нас возраст привлечения к административной ответственности по оскорблению – это с 16 лет. Но вместе с тем, даже если ребенок не достиг возраста 16 лет, будет вынесено определение об отказе в возбуждении административного производства, и данный материал будет направлен в комиссию по делам несовершеннолетних. Также обратите внимание ребенка на его пароли от социальных сетей, электронной почты и других сайтов. Пароли должны быть достаточно сложными и не одинаковыми, чтобы в случае взлома злоумышленник не получил доступа сразу ко всем интернет-ресурсам. Полина Бастракова, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск.
В 3-й школе состоялись охотничьи состязания, ежегодные игры для учеников 3-4 классов. Участники команды школ Сосногорска и Усть-Ухты, по 3 человека в каждой. На старте ребята получили маршрутные листы и, путешествуя по станциям, выполняли задания. Все они были связаны с коми-языком, культурой и бытом этого народа. Знать традиции, обычаи коми-охотников, мораль, культуру. Конечно же, нужно знать название животных, название птиц на коми-языке, ягод, грибов. Тематика огромная, все, что касается природы нашей. Мы их проводим в целях воспитания обучающихся уважения к коми-культуре, а также бережного отношения к природе родного края, ну и также развитие творческого потенциала наших детей. Традиционными занятиями коми считаются собирательство, рыбалка и охота. Отсюда и название состязаний. Задания были связаны именно с этими промыслами. Однако для успешного выполнения недостаточно ловкости и меткости. Нужно хорошо знать коми-язык, который ребята изучают в школе. Очень необычный язык такой прям. Ну, не такой уж и сложный, конечно, но все равно очень интересно, несложно. Например, если слово длинное, то оно по коми-языке короткое, может быть. Пока коми-язык есть, им надо пользоваться, чтобы не забыть его. Преподаватели национального языка отмечают, что детям нравится их предмет, поэтому и подготовка к состязаниям была несложной. Уроки обычно у нас проходят и в традиционных форматах, и в уроках путешествиях по станциям, викторины, игры. Много проводится краеведческой работы у нас в направленности такой, как экскурсии по селу, по памятным местам, соответственно. Ребята пишут работы творческие, исторические, краеведческие. Поэтому есть чем заинтересовать нашу нынешнюю молодежь. Победителями охотничьих состязаний в этом году стала команда 4-й школы. 2-е место заняли ученики кадетской школы. Бронзу завоевали представители школы номер 5. Полина Бастракова, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.